Рождество Христово – главный религиозный праздник, но не менее значим и рождественский сочельник. По учению Церкви праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. А святые дни или святки, которые начинаются с Рождества и продолжаются до Крещения – дни особой духовной радости. А начинается все со всеночного бдения с 6 на 7 января. В эту святую ночь в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы собралось довольно много людей. В эту рождественскую ночь сотни свечей зажгли прихожане. Служба началась в 11 часов вечера. По традиции божественную литургию возглавил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. В этот день верующие отмечают рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудей Ирод Великий. Все гостиницы Вифлеема были заняты, поэтому святое семейство вынуждено было остановиться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился младенец Иисус. Колыбелью ему стали ясли. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали вместилищем невместимого Бога. Рождение Иисуса в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за 7 веков до самого события и описано двумя евангелистами – апостолом Матфеем и Лукой. Среди полночной тишины, когда все человечество было объято сном, весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился ангел и сказал: «Не бойтесь, благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира, Христос Господь». Желаю всему народу Абхазии самое главное – здоровья, благополучия и терпения. Сил вам и самое главное – цените свое прошлое, потому что без прошлого нет будущего. И спасибо вам за то, что вы нас встречаете. Всем нам благословения, мира и добра, чтобы мы друг другу были верны, честны, и чтобы уважали то, что сегодня у нас есть. Всех благ. Друзья, уважаемые братья, поздравляю вас со светлым праздником Рождества. Желаю вам счастья. Начало традиции дарить подарки на Рождество было подложено, как известно, рождением Иисуса Христа в Вифлееме. Как сказано в Новом Завете, волхвы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Дары имели глубокий смысл. Золото принесли как царю, ладан как Богу, а смирну как человеку. Православные верят, что с момента рождения Христа на земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица единосущная нераздельная. Христос рождается, славьте. Род человеческий получает благодать Господа Бога нашего, и рождением своим в Вифлееме мы получаем бессмертие. И бессмертие, дающее нам возможность славить, жить и благочестие, чистота. Поживем во всяком благочестии и чистоте. Мир так и не научился жить в благочестии и чистоте. Это величайшее сожаление, но это не означает, что мы должны падать духом, молиться и славить Его Рождество в Вифлееме. Я хочу с величайшей радостью поздравить всю нашу страну и живущих в ней, чтобы люди научились жить и славить то величайшее Рождество, которое является для нас всех спасительным, радостным событием для всего рода человеческого. Каждый зажег свечу как символ Вифлеемской звезды, ведь верующие знают историю появления праздника. Сочельник установлен еще в древности, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и с чистым сердцем встретили Рождество Христово. Я поздравляю народ Абхазии с этим замечательным светлым праздником. Мы очень рады, что сейчас в этот светлый праздник присутствуем здесь, в этой замечательной стране. Поздравляю вас с этим светлым праздником Рождества. Был тяжелый год. Может быть, нынешний будет лучше, хуже. Это как Бог даст. Но мы надеемся. Хочу поздравить народ Абхазии с Рождеством.
пожелать мирного неба над головой, процветания, здоровья всем гражданам. И самое главное, чтобы люди друг друга берегли, и это самое главное. Для абхазского народа этот светлый праздник Кирсануха является одним из наиболее почитаемых христианских праздников. В Новоафонском монастыре рождественское богослужение возглавил архимандрит Дорофей Дбар. يجهزل باش تحرور تحشردو خازمم نزازي تبحون شد زخشاز حقوج مريل نحب خزلا حترزكو بستازر غزو جارم چلي تيجز مم حترزكو جانم چكوي حترزكو يپايم براب خغلنا تياني زخزدو زگرل گرچخو. На праздник собралась паства и паломники из разных городов Абхазии и России. Я счастлива. Я понимаю, что Господь позволил мне быть на вашей земле гостем и поздравить вас с великим праздником. Слава Господу, слава делам Его безмерным, величественным. Дорогой абхазский народ, я поклоняюсь вашей любви, вашей душевности, вашей вере, вашей уверенности во всем, добру. И поздравляю вас с праздником. Благоденствия вам, счастья вам. Хочу поздравить дружественный народ Абхазии с Рождеством, пожелать всем мира, здоровья, счастья, радости. Очень гостеприимный народ. Я очень рад здесь бывать. Дай Бог вам всем здоровья и с Рождеством. Поздравляю всех православных христиан с этим великим праздником, Рождеством Христовым. Желаю всем мира, благодати, добра, всего-всего самого наилучшего. Абхазы, как православные христиане, держали рождественский пост ровно 40 дней, а завершился он в ночь на Рождество Христово праздничными службами и божественными литургиями во всех храмах Абхазии. А особые дни радости о рождении Спасителя Иисуса Христа, православные святки или святые дни продлятся с 7 по 19 января. Сария Кварцхеля, Норсоут Сулукия, Абхазское телевидение.